Исламский образовательный медиапортал Насаат Медиа представляет самый большой убийца в мире – алкоголь. Аллах запретил все, что наносит вред телу и разуму и лишает силы. Все, что вредно для человека, является запретным. В Коране Аллах говорит: «О вы, которые уверовали, поистине опьяняющие азартные игры, жертвенники и стрелы, мерзость из деяний сатаны. Сторонитесь же этого, чтобы вы оказались счастливыми». Когда речь идет о самых страшных убийцах в мире, возможно, алкоголь не приходит на ум, хотя от алкоголя в мире умирает более 3 миллионов человек ежегодно, в том числе вождение в нетрезвом виде. Алкоголь порождает насилие и жестокое обращение, а также множество болезней и расстройств. Алкоголь – причина каждой 20-й смерти на Земле ежегодно. Каждые 10 секунд алкоголь убивает одного человека в мире. В 2012 году алкоголь стал причиной смерти более 3 миллионов человек, что равняется почти 6% всех смертей в мире. Это больше, чем СПИД, туберкулез и насилие вместе взятых, и оно еще растет. Алкогольная эпидемия в США. Только в США следствием алкоголя становится 88 тысяч смертей ежегодно. Самое большое количество летальных исходов связано с алкоголем. Именно он является основой большинства убийств, нежели все другие опьяняющие вещества вместе взятые. Исследования показывают, что около 40% людей, заключенных за насильственные преступления, употребляли алкоголь в момент совершения этих злодеяний. Пьянство особенно распространено среди виновных в особых преступлениях, таких как убийство, изнасилование и жестокость интимного партнера. Алкоголь является наркотиком номер 1 для американской молодежи. И, скорее всего, он убивает молодежь больше, чем все другие наркотики вместе взятые. Ежегодно 7 тысяч детей в Соединенных Штатах впервые приобщаются к алкоголю в возрасте до 16 лет. И те, кто начинают пить в возрасте до 15 лет, более подвержены к алкоголизму, чем те, кто начинают делать это в 21 год. В США ежегодно умирает более чем 1700 студентов, и ежедневно в результате алкоголя более 4% получают травмы. Употребление алкоголя несовершеннолетними обходится Америке примерно в $62 миллиарда. Второе по количеству смертей в мире, связанных с алкоголем, это вождение в нетрезвом состоянии. Исследования 178 стран показывают, что от 30 до 40% смертей на дороге, такие как автокатастрофы, наезд на пешеходов и убийства, связаны именно с алкоголем. А если вы думаете, что результат алкоголя – это только заболевание печени и автокатастрофы, то послушайте это. Исследователи установили, что употребление алкоголя – причина более 200 болезней, в том числе цирроза печени и рака, влияющего почти на все части тела. При попадании алкоголя в организм примерно 20% его сразу же впитывается в кровь, а остальное всасывается в процессе прохождения через желудочно-кишечный тракт. Попав в кровь один раз, алкоголь может распространиться почти по всем биологическим тканям в теле, потому что клеточные мембраны сильно впитывают алкоголь. Вот список состояний, связанных с употреблением алкоголя. Сокращение мозга. По мере старения мозг человека сокращается в среднем примерно на 1,9% за 10 лет. Это считается нормальным. Но алкоголь ускоряет сокращение определенных ключевых областей в мозге, что влечет за собой потерю памяти и другие симптомы слабоумия. Структурное разрушение мозга в результате хронического злоупотребления алкоголем можно наблюдать по-разному. Результаты вскрытия показывают, что пациенты с хроническим злоупотреблением алкоголя имеют менее крупные и более сокращенные мозги, чем не пьющие люди того же возраста и пола. Данные методов визуализации головного мозга, таких как компьютерная томография, последовательно показывают связь между алкоголем и физическим разрушением мозга, даже при отсутствии хронических заболеваний печени или слабоумия. Сокращение мозга особенно обширно в коре лобной доли, область высших познавательных способностей. Повторная визуализация группы алкоголиков, продолжавших употреблять алкоголь более 5 лет, показывает прогрессивное сокращение мозга, что значительно превысило нормальный возраст, связанный с сокращением. Более того, темп сокращения зависит от объема употребляемого алкоголя. Алкоголь увеличивает риск заболевания раком. Употребление алкоголя влечет возникновение рака в таких областях, как рот, глотка, гортань, пищевод, печень, молочная железа и колоректальный участок. Анемия. Алкоголь существенно снижает количество кислорода, содержащих красных кровяных клеток. Цирроз. Алкоголь является ядом для клеток печени. У многих пьющих развивается цирроз. Депрессия. Большое исследование в Новой Зеландии показало, что распитие алкоголя ведет к депрессии. Судороги. Алкоголь вызывает эпилепсию
эпилепсию и может также вызвать судороги даже у людей, не страдающих эпилепсией. Подагра – состояние боли, хотя и в некоторых случаях это наследственное. Все же алкоголь играет свою роль в этом процессе и также обостряет уже имеющиеся случаи подагры. Высокое кровяное давление. Алкоголь может разрушить симпатическую нервную систему. Инфекционные заболевания. Алкоголь подавляет иммунную систему, создавая среду для инфекций, включающих туберкулез, пневмонию, ВИЧ, СПИД и других болезней, передающихся половым путем, включая бесплодие. Алкоголь связан с трехкратным увеличением риска заражения половым путем. Повреждение нервов. Алкоголь вызывает такую форму повреждения нервов, как алкогольная невропатия. Панкреатит. Вдобавок к гастриту алкоголь вызывает воспаление поджелудочной железы. Хронический панкреатит ухудшает пищеварительный процесс, вызывая сильные боли в животе и постоянную диарею. Алкоголь поражает сердце, печень, молочную железу, желудок, кости, иммунную систему. Сердечно-сосудистые заболевания. Употребление алкоголя делает тромбоциты более похожими на слипшиеся сгустки крови, что может привести к сердечному приступу или инсульту. Алкоголь провоцирует увеличение печени, известное как жирная печень. Жирная печень может привести к воспалению печени, известному как гепатит. Употребление алкоголя повышает риск появления рака груди. Исследования показывают, что если выпить даже один раз в день, это может увеличить риск возникновения рака груди. Алкоголь создает раздражение и воспаление в слизистой оболочке желудка, что может привести к язве и кровотечению слизистой желудка. Когда слизистая желудка серьезно разрывается, это приводит к анемии. Кальций необходим для сильных плотных костей. Алкоголь, попадая в организм, действует как мочегонное средство и вымывает кальций из костей, делая их слабее и более подверженными к переломам. Алкоголь ослабляет вашу иммунную систему, делая ваш организм более уязвимым к болезням. Европа является регионом с самым большим объемом употребления алкоголя в мире на душу, со своими странами с особо высоким показателем употребления. 10 стран с самым высоким показателем употребления алкоголя. Первое – Белоруссия. Второе – Республика Молдова. Третье – Литва. Четвертое – Россия. Пятое – Румыния. Шестое – Украина. Седьмое – Андорра. Восьмое – Венгрия. Девятое – Чехия. Десятое – Португалия. Алкоголизм растет особенно быстро и в густонаселенных Китае и Индии, так как люди зарабатывают больше денег. Все же больше всего в мире алкоголизм развит в Восточной Европе и России. По статистическим данным за 2010 год пьющие россияне употребляют в среднем 32 литра чистого спирта в год. За ними следуют страны Восточной Европы, Канады, Соединенных Штатов, Австралии и Южной Африки. В Коране Аллах запретил алкоголь. Они спрашивают тебя у пророка об опьяняющей азартной игре. Скажи, в них обоих великий грех и некая польза, получение выгоды для людей, но грех их больше пользы.